Я думаю, что правильно будет начать с темы, которой сейчас вся Украина говорит, и в мире тоже говорят, и в Германии, где ты живешь, тоже говорят. Это попытка убийства Аркадия Бабченко, которого ты прекрасно знаешь, которого знают многие в России, и многие в Украине уже, и на Западе теперь уже тоже. Расскажи, во-первых, как ты лично к этому относишься, а потом я тебя спрошу, как западные СМИ и политики оценивают. Ну, у меня лично был двойной шок, потому что мы хорошо знакомы с Аркадием. И когда я услышал, я действительно плакал, и было жутко, да, то есть и Немцова убили, и он был другом, и многих, которые я знаю. А потом мы как раз ездили с Мариной Литвиненко, это вдова Александра Литвиненко, в поезде на выступление в Германии. И была очень плохая связь, интернет. И что-то открылось у Марины, она мне показывает, говорит, слушай, я вообще же ничего не понимаю. Сейчас какой-то сайт пишет, что Аркадий живет, а мы полчаса не могли ничего не открывать, и только и мы в таком абсолютно, это такой жуткий стресс, потому что мы за счет отсутствия хорошего интернета, мы вообще очень долго не могли врубиться, потом это был второй шок, положительный, что он жив, а с другой стороны, естественно, это очень противоречивые чувства, и некоторые мои коллеги, даже те, кто сами проукраинские, я с ними говорил, они смертельно обижены на это все, и в Германии это крайне отрицательно все воспринималось. Отрицательно это я говорю про... Отрицательно что воспринималось? Ну, например, я сейчас скажу, что мне коллега говорил, не буду называть его имя, потому что это частный разговор был, но он там один из самых известных проукраинских и антипутинских. Я считаю, что надо мной издевались, что меня использовали, я теперь как идиот выгляжу перед всеми этими, которые меня все упрекают, что я там неправду говорю, и я теперь вообще Украины ничего же не буду верить, и любую новость Украины я буду 3 дня ждать, и он очень обиженный был, потому что говорит, на меня и так постоянно наезды, за то, что ты за Украину, что я там против Путина, а теперь говорит, как я тут стою, я старался ему противоречить, но это было невозможно. Так что тут, я говорил тут с дипломатами, они тоже говорят, что вот в Украине это не понимают, причем доброжелательные, но что для имиджа Украины за границей, это говорят, это убийственно. Я противоречу, говорю, что, ну, если все-таки речь шла о спасении жизни людей, но они мне противоречат, что это абсолютно не доказано. Я говорю, давайте подождем, пока... Когда докажут, да. Пока что, я говорю, что просто рано судить, потому что мы тут находимся на очень такой опасной территории, да, потому что с одной стороны действительно там то, что доверие и правдивость, а с другой стороны все-таки жизни людей. И это время, я это в интервью говорил, это время таких простых решений, такой, как, знаешь, как в Германии, там пиво, сосиски, мир прекрасен, все, да. И мы за все хорошее и против всего плохого, и это очень решительно, и без страха. Это уютное обывательское время. Это не те времена уже. Да? Мы находимся, вы в буквальной войне находитесь, а мы находимся в гибридной войне. Мы это очень